Четвертая обязанность благонравной жены – товарищество. Благонравные женщины поддерживают знакомство с добрыми и воспитанными женщинами, но отстраняются и избегают общения со злыми. Знакомство и дружба с хорошими людьми приумножают добро, а приятельство и дружба с дурными – путь к злу. Сказано, что может быть, что дурная женщина – это шайтан. Отсюда следует, что недопустимо быть приветливой и пускать за порог женщин с дурным характером. Нет никакой пользы в дружбе с шайтаном. Не надо думать, если я сама праведна, разве для меня может быть вред от ее зла? Пусть ни одна женщина не сомневается в этом вреде. Он понятен, как ясный день. Если хотим узнать, каков человек, мы задаемся вопросом, а кто его друзья? Посмотрев на его друзей и подельников, делаем вывод о человеке. Ведь не запрещено делать вывод о ком-то подобным образом. Тот, кто заходил на мельницу, перемажет одежду мукой, а находящийся около казана перепачкается сажей. Подобно этому и влияние дурных женщин. Если они пробрались за порог дома, считайте дело пропащим. То есть вы совершили большой промах. Человеку, каким бы хорошим и разумным он не был, новость типа «а тебе тот-то сказал то-то» очень сложно оставить без внимания. И даже если человек не поверит всей этой истории, он задержится, чтобы дослушать ее до конца, увлекшись и потеряв счет времени. Дурные женщины, зайдя в дом, начинают разговор именно в такой манере. Для этих злонамеренных женщин ничего не стоит своими сплетнями расстроить благополучие в отношениях между мужем и женой, погрузить в болезнь абсолютно здорового человека и внести тяжкое сомнение в чистую душу.